Вот Ваня, когда маленький был, в садик ходил, он любил носить галстуки и всегда говорил с детства: я буду начальником. И все-таки он добился всего этого. Иван Дадосов из простой деревенской семьи, где многие военные. С отличием окончил Казанское танковое училище. Военная карьера развивалась быстро. Сейчас Иван – командир батальона. С февраля участник спецоперации обеспечил освобождение Попасной. В августе удостоен высшей награды – Золотой звезды. Родители, говорят, ждали, что станет генералом, а звание Героя России даже не мечтали. Воспитывали, как и все, ничего такого героического уж изначально не вкладывали. Нормальный деревенский парень. В наше время вообще было некрасиво не служить, скажем так. Трудно давалось первое время ему, конечно. Я понимаю, ему 16 лет только было, а мы его как бы в сапоги уже засунули. Только последний звонок, и через 2 недели уже как бы вызов, все, приезжай в училище. Если поставили ему цель сделать, он разобьется, сделает. Вот характер у него такой. И я не знаю, откуда это у него, ген или что ли. Он всегда был лидером. Его подчиненные очень любят. И начальство его уважает. Честный, справедливый, никогда не будет прятаться за спинами товарищей. Иван Дадосов – обладатель ордена Мужества, медали Суворова и многих других наград. Как говорит Татьяна Дадосова, их уже не считают, просто гордятся сыном. Пусть люди говорят. Ну, пусть видят, как он добился, или что ли. А не я. Я не должна хвалить. Я все равно всегда... как-то вот жестко относилась к своим детям, к внукам нет. Офицер вместе с супругой воспитывает дочку. Сам Иван в День Героев Отечества на торжествах в Москве. Из столицы шлет семье горячий привет. В этот большой праздник хочется передать большой привет всем своим родным, близким, знакомым, людям, которым мне очень сильно дороги. Также хочется сказать слова благодарности своим маме и папе за то, что воспитали меня. И вот эта звезда героя, которую празднуем в этот день, есть ваша большая заслуга. Улам, от души поздравляем тебя с Днем Героев Российской Федерации. Желаем счастья и всех благ на свете, чтоб вы все вернулись живыми и здоровыми. Рахмат, Улам, рахмат. Спасибо большое. «Эта звезда ваша, а не только моя», говорит родителям еще один герой России – Раиль Габдрахманов. Он сегодня тоже в Москве. С Иваном Дадосовым вместе учились в танковом, были в одном взводе. Раиль вырос в Алькеевском районе. Как говорят родители, никаких секретов в воспитании героя нет. Растили в любви и с детства приучали к трудолюбию. Постоянно матери помогал полы мыть, что мать скажет. Вот, у нас же девушек нету. Все дела, вот эти работы... На нем был. Все время я говорила ему: Улам, обращайся со всеми хорошо, своими подчиненными. И вот соседскими мальчишками они хорошо играли все время, друг друга уважали. Уважать старших. У него вот это все качества есть. Военную карьеру Раиль Габдрахманов выбрал по стопам дяди. Отец служил в милиции и тоже был для мальчика примером. На спецоперации майор с февраля командовал наступлением роты. Звезду Героя России получил накануне своего дня рождения. И, как тогда сказал, подвиг – это заслуга всех боевых товарищей. Сын такой же уж, как был, такой и остался для меня. Но, конечно, это ответственность, и он сам говорит. Это уж большая ответственность, мама говорит. Конечно, это для нас гордость, я горжусь своим сыном. Но и волнуюсь, конечно. Спасибо большое родителям. Воспитали, обучили, дали все в жизни. Дай Бог им здоровья. Очень сильно по ним скучаю, по всем. Каждый за этот промежуток времени, который проводился вот на этой спецоперации, начинаешь еще больше ценить, любить и уважать. Они, в свою очередь, очень сильно всегда интересуются, где я, как я, что я, пытаются по всей возможности, как только я появляюсь там в сети или еще где-нибудь на связи, сразу же все начинают звонить. Спасибо им большое за поддержку. Раиль Габдрахманов вместе с супругой воспитывают сына. Как говорят в обеих семьях, самое сложное – это разлука. Больше всего они ждут героев дома. Лина Зинатульна, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Татарстан.